Добрый вечер. В эфире программа «Актуальное интервью». Мы работаем в прямом эфире. И сразу я хочу вам представить нашего гостя. Это сегодня у нас Олег Барциц в гостях. Он является торговым представителем Республики Абхазия в Российской Федерации. Олег, я вот знаю, что сегодня состоялось рабочее совещание под руководством премьера нашей республики Барциц Беслана. В работе совещания принимали участие также вот ваши коллеги по Международному культурному деловому центру Республики Абхазия в России Олег Лакоба и Петр Береза. Вот. Повестка дня была о том, что торговое представительство и Международный культурный центр, они как бы рассказывали о своих планах, о том, что было проделано. Вот хотелось бы как-то чуть-чуть поподробнее узнать о том, что сегодня происходило на этом совещании, о чем шла речь. Добрый вечер. Да, действительно, сегодня состоялось совещание у премьер-министра с участием профильных министров и вице-премьеров Республики Абхазия. На самом деле совещание было посвящено деятельности торгового представительства Республики Абхазии в Российской Федерации и Международного культурно-делового центра. Это вы как бы отчитывались о том, что было проделано и какими-то планами на будущее? В том числе. Значительная часть времени на совещание была посвящена актуальным, предстоящим уже в краткосрочной перспективе мероприятиям, которые будут организованы правительством Республики Абхазия с участием торгового представительства и Международного культурно-делового центра. Одно из таких масштабных мероприятий – это предстоящее в начале октября сего года широко известная и масштабная международная выставка «Золотая осень», в которой Абхазия участвует уже в 4-й раз. Вообще вот мы об этом, да, как-то чуть-чуть попозже поподробнее поговорим, но с самого начала я хотел бы просто, чтобы вы поделились бы тем, какие рассказали бы о том, какие проекты вообще вот сейчас вы представляли, наверное, на обсуждении на этом совещании, и что вообще нового в работе торгового представительства сейчас происходит. Я нашим телезрителям тоже напомню, что мы с вами год назад встречались, как-то говорили о том, что происходило. С тех пор очень много было событий, в том числе и тех событий, которые мы освещали у нас на канале, события, происходящие в Москве, там в центре. Но вот сейчас хотелось бы, чтобы вы поговорили о тех проектах, существенных проектах, важных, с которыми мы приехали сегодня в Абхазию. Начнем по порядку. Естественно, за прошедшее время с нашей последней встречи состоялась масса мероприятий, которые были организованы при поддержке Международного культурного делового центра, при поддержке торгового представительства. Я вообще хочу сказать, что за 2 последних года Международным культурно-деловым центром Республики Абхазия было проведено за пределами Абхазии порядка 24-25 мероприятий. Это достаточно серьезная цифра. Значительное количество людей увидели и поучаствовали в наших мероприятиях. То есть это достаточно важный аспект нашей деятельности по популяризации и продвижению позитивного имиджа и образа Абхазии на внешних, так скажем, рубежах. Говоря о том, какие мероприятия предстоят в обозримой перспективе, конечно, мы проинформировали руководство правительства, руководителей правительства о тех мероприятиях, которые запланированы в ближайшей перспективе. Это достаточно масштабные мероприятия, которые уже были запланированы. А надо пояснить, что планы эти мы коррелируем с российской стороной. Это и правительство Москвы, и профильные министерства Российской Федерации. Поэтому, конечно, обсуждаемые вопросы, они проходили в такой очень живой, заинтересованной форме диалога. Дело в том, что, продолжая исполнять межправительственное соглашение, Международный культурно-деловой центр, он отвлекает действительно серьезные усилия и средства на то, чтобы поддерживать свою деятельность. Кроме того, существует определенная коллизия в связи с нашим павильоном на ВДНХ, который
требует постоянного внимания. Вот этим и другим вопросам и была посвящена значительная часть нашей сегодняшней встречи, нашего совещания. Но, знаете, хотелось бы узнать вообще-то вот о конкретных проектах. Я слышал, что и разговоры идут у вас и о каких-то конкретных, существенных для Абхазии, для нашей жизнедеятельности проектах, которые, в общем-то, связаны с нашей некоторой безопасностью, я имею в виду безопасностью нашего здоровья. Ну, очевидно, вы имеете в виду проект, который здесь надо разграничивать. Этот проект предлагает торговое представительство Республики Абхазия. Очевидно, речь идет о сфере экологической безопасности. Экологической безопасности, да. Значит, скорее всего, это проект, который связан с созданием отрасли управления твердыми бытовыми отходами. Эта проблема крайне важна для нашей республики. Если мы хотим дальше позиционировать себя как привлекательный с экологической точки зрения рекреационный регион, как туристическая страна, нам придется решать эту проблему в ближайшей перспективе. Вот вы сказали твердо-бытовые отходы. Это вообще, собственно говоря, мусор. Это и есть знаете, мусор, да, мы постоянно делаем репортажи о том, в каком состоянии находятся так называемые эти мусорные свалки. Почему сегодня для нас будет интересна беседа с вами? Потому что вы один из тех, кто предлагает какой-то проект по этому поводу и существенный. Но прежде всего я бы хотел просто от вас услышать, вот как вы оцениваете состояние этой проблемы с твердо-бытовыми отходами, точнее говоря, с мусорными свалками у нас в республике? Я оцениваю сегодняшнее состояние дел в этой отрасли как критическое. Я хорошо знаком с отдельными объектами, теми так называемыми полигонами, где консолидируются мусорные отходы. Не случайно ситуация в этой области, она является предметом беспокойства и руководства Абхазии. Хочу сказать, что, чтобы не вдаваться в технологические подробности, я скажу, что мы обсуждали эту проблему с президентом уже дважды. Один раз приезжали специалисты из компании «Экотехноменеджмент» в Абхазию, а второй раз мы обсуждали это на выездном совещании, которое проводил президент на территории посольства Республики Абхазия в Российской Федерации в июне этого года. Там мы подробно проинформировали президента о том, какие наработки существуют в этой области и о сути предложений, которые сделаны инициаторами проекта. Это компания «Экотехноменеджмент», как я уже сказал. Она реализовала 2 проекта на территории Российской Федерации. Оба проекта – это высокотехнологичные мусоросортировочные и мусороперерабатывающие комплексы. Один из них находится в Костромской области, другой в Белгородской. То есть это можно все посмотреть своими глазами, пощупать руками. И в настоящее время эта компания является уполномоченным оператором по решению аналогичной с нашей проблемы на территории Республики Крым. Есть интересное предложение, если нужно, я расскажу о нем подробно. Да, но вот вы знаете, в каком плане мне хотелось бы услышать от вас ответ. Вот вы говорили, что этот проект был представлен президенту. Я знаю, что он обсуждался и в парламенте. Да, с группой депутатов вы встречались. Мне вот просто интересно, что чем отличается этот проект от предлагаемых другими компаниями, потому что мы уже много раз слышали о том, что какие-то очистные сооружения будут строиться, которые перерабатывают мусор. Мы слышали о том, что есть такие предложения, есть проекты, но, как говорится, воз и ныне там, и дело с вот этой мертвой точки никак не продвигается. А ситуация ухудшается, насколько я знаю. Совершенно верно, да. Тем более, что увеличивается поток наших гостей, туристов. Так что каждый сезон порадовал нас значительным количеством приезжающих туристов, которые посещают нашу республику, он приносит нам еще и дополнительные проблемы. Я вижу, что в руководстве страны, так сказать, присутствует воля решить этот вопрос. Решить этот вопрос необходимо комплексно, не отвлекаясь на какие-то точечные попытки его локального решения. Это не получится. Проблему надо решать в комплексе, и проблема должна быть решена не только строительством мусороперерабатывающего или
сортировочного комплекса, но еще и решить проблему именно в части существующих сегодня полигонов. Их необходимо законсервировать, создать консолидирующие небольшие цивилизованные полигоны, где будет консолидироваться ТБО и отвозиться на мусороперерабатывающий завод. То есть вот те, что есть сейчас мусорные свалки, так скажем, да. Вы их называете полигонами, вот эти мусорные свалки, их нужно законсервировать? Безусловно, существуют технологические циклы, позволяющие прекратить доступ влаги к этим местам, к этим свалкам, как вы их называете. Их закрывают специальной технологической пленкой, не одним слоем. И дальше существуют методики расчета, которые позволяют прогнозировать, когда уже можно приступать, допустим, к рекультивации этих объектов. Поэтому, так сказать, не стоит, мне кажется, отвлекаться на какие-то предложения, которые там иногда звучат о том, что нам стоит строить мусороперерабатывающий комплекс где-то вблизи границы и привозить мусор из соседних регионов, там, с Краснодарского края. Сейчас не хватало, мы будем говорить о тех проектах, которые действительно позволяют решить проблему в комплексе. То есть мы должны проявить государственный подход здесь, я считаю. Что касается предложения компании, о которой я говорил, они, что очень важно, как я представляю себе, они готовы и поучаствовать в софинансировании этого проекта. Я считаю, что для нас это достаточно привлекательное предложение. Софинансирование этого проекта, это то есть какая форма будет тогда существовать? Самого этого проекта. Организационно-правовую форму предприятия? Организационно-правовое, да. Я думаю, что это могло быть частно-государственное партнерство. Частно-государственное. Да, или государственно-частное, как его называют в России, ГЧП. Здесь это не самое главное. Я считаю вообще, что форма частно-государственного партнерства, она достаточно привлекательна именно для различных проектов в различных отраслях в Абхазии. Это может стать хорошим таким примером взаимодействия бизнеса и государства. Создавать баланс частно-государственных интересов. Тем более в таких важных областях. Вот скажите, пожалуйста, какое-то аналогичное такое вот предприятие где-то поблизости существует здесь? Ну, это не совсем поблизости. Одно из них мне удалось посетить. Предприятие создано этой же компанией в Костромской области. И я был на этом предприятии по приглашению вице-губернатора Костромской области. Осмотрел его подробнейшим образом. И мой интерес достаточно велик к этому предприятию, потому что по параметрам, по объему твердых бытовых отходов, которые перерабатываются на этом предприятии, оно является очень близким, допустим, для наших условий. То есть похожий объем мусора, который консолидируется за год, и достаточно схожая морфология твердых бытовых отходов. Вот поэтому мы его осматривали. То есть пример такой есть удачный? Безусловно, да, он существует. Это высокотехнологичное предприятие, это настоящий современный кластер. Который можно внедрить на нашей территории. Я думаю, да, можно этот опыт экстраполировать на нашу почву. Скажите мне, пожалуйста, почву. Так долго уже и столько времени идут разговоры о том, что будут построены эти очистительные сооружения. А я знаю, что те свалки, которые сейчас существуют, они наносят огромный просто вред здоровью населения, не только тех, кто там рядом живет, но оно уже распространяется, я не знаю, на всю страну. Тем более, что у нас некоторые свалки есть прямо на побережье. Это вообще какой-то абсурд. Например, в Гудаутском районе, совершенно верно. В Гудаутском районе. То есть это не где-то там, я не знаю, в каком-то закутке, куда можно было свалить это все, потом, как вы говорите, законсервировать. Мне даже как-то странным представляется, каким образом можно будет на берегу моря, в курортной зоне, консервировать такие свалки, которые, собственно говоря, выделяют же там очень много отравляющих веществ. Безусловно. Проблема существует. И мы делали презентацию. Какова перспектива решения этого вопроса вообще? Я еще раз говорю, что для Абхазии подобный проект, в моем представлении, он должен быть возведен в ранг национального проекта. То есть это крайне важный вопрос для жизнедеятельности нашей и туристической сферы, курортной сферы, и вообще для здоровья наших граждан, что самое главное. Поэтому я думаю, что мы не случайно привлекли депутатский корпус к обсуждению этого вопроса, состоялась рабочая группа
на которой представлен был этот проект под руководством спикера нашего парламента Валерия Рамшоховича Афганба. Ну, я оцениваю эту встречу как очень полезную и конструктивную. И тот проект, который мы представили, я думаю, он, так сказать, станет предметом пристального рассмотрения со стороны руководства страны. Что мешает осуществлению этого проекта? Во-первых, этот проект достаточно капиталоемкий, надо прежде всего об этом помнить. То есть это тоже одно из таких важных положений, которые необходимо обсудить и по которому стоит достичь консенсуса. Это непростая работа. Это непростая работа, капитал тоже не малый, как вы Безусловно. говорите, который нужно туда привлечь. Да, но все-таки мне кажется, что существует некоторая конкуренция вот в осуществлении подобного рода проектов. Я ее не вижу, честно говоря, не могу Нет судить такого? об этом. Я не вижу серьезных предложений. Возможно, они есть. Возможно, они есть. Мы представили свой проект, и я не стану утверждать, что он, так сказать, единственно лучший, но он глубоко проработан, поэтому стоит его внимательно изучить. Хорошо, но будем надеяться на то, что в ближайшее время все-таки наша страна подойдет к решению этой очень важной для нас экологической проблемы. Потому что не только для здоровья нации это нужно, в первую очередь, конечно, для здоровья нации, но и для нашего имиджа вообще. Слушайте, Это крайне страна, важно, согласен с вами. Да. Какие еще важные проекты были представлены сейчас? Вот мы все-таки хотим выяснить, что полезного будет для нас от деятельности вашего центра. Но, скорее всего, мы будем сейчас говорить о деятельности торгового представительства. Я хочу сказать, что вот показательным было совещание, которое проводил президент в посольстве Республики Абхазия в Российской Федерации. Это в июне месяце, да, в июне месяце этого года. Там был представлен еще один проект, я считаю, тоже достаточно полезный для нас. В свете того, что идет активное строительство, то есть строятся и объекты коммерческой направленности, и жилье строят наши граждане, пришла идея и предложение от ряда инвесторов, которые представляют группу компаний «Славянский мир», о создании на территории Республики Абхазия экспозиционного и производственно-складского центра по наиболее современным строительным технологиям и современным строительным материалам. Группа компаний «Славянский мир» она занимается как строительством, так и разработкой новых материалов, созданием новых технологий, является партнером более чем 200 зарубежных только компаний в этой направленности. И мы сейчас приступаем к тому, чтобы определить параметры проекта и создание подобного экспозиционного, как я сказал, уже и производственного центра на территории Абхазии. Думаю, выгода очевидна здесь. Наши граждане смогут воспользоваться, по крайней мере, информационной базой обширной. А кроме того, если, так сказать, их впечатлит то, что они узнали и увидели, они смогут и приобрести эти строительные материалы, они смогут воспользоваться этими новыми строительными технологиями, которые разрабатывают достаточно серьезная группа ученых и лабораторий, которые инициировала вот эта компания «Славянский мир». Ну, то есть не только будут материалы там представлены, там еще будут... И способы обработки, и способы монтажа, способы возведения достаточно короткие сроки жилья, либо объектов либо любой иной направленности. Я считаю, что достаточно современный кластер, который мы можем создать здесь, и что особо меня привлекает, это, опять же, возможность создания в этом направлении государственно-частного партнерства. Сейчас руководители правительства, руководство должны определить, кто с абхазской стороны будет участником. Я думаю, это будет и взаимоинтересное, и полезное сотрудничество. Примеры вот этого частно-государственного партнерства, они как бы есть такого положительного свойства, эффекта? Ну, вы знаете, я думаю, что у нас на территории Республики Абхазия как бы немного примеров таких. Я думаю, что стоит задуматься о том, что подобная форма взаимодействия государства и инвесторов, бизнеса, она мне представляется довольно привлекательной для нашей страны. Вот мы как-то перешли вот в сферу
торговли уже, и вот в том числе и стройматериалов, и базы стройматериалов, и экспозиции какой-то. Вот просто интересно было бы, знаете, что узнать. У нас сейчас на телевидении идет телепередача, которая называется «Кредитная история». Там кредиты выделялись, небольшие кредиты, хотя звучит, конечно, для нашего слуха это очень громко, там 1 миллион, 2 миллиона. Раньше это были, да, такие суммы, которые впечатляли вообще слух. И мы рассказываем о том, как эти кредиты осваиваются. Мы также знаем, что действует программа кредитования бизнес-проектов в Абхазии крупнейшими российскими банками. Мы знаем, что там сумма 1 200 000 000. И мне просто интересно было бы узнать у вас, торговое представительство в реализации этой программы принимает какое-то участие? Я потом скажу, почему я задаю этот вопрос. Заинтриговали. Да, действительно, мы сейчас работаем над одним проектом. Он в ближайшее время будет представлен на рассмотрение правительства Республики Абхазия и инвестиционного агентства. Я считаю, это достаточно амбициозный проект. Не буду излишними деталями утомлять и вас, и аудиторию наших зрителей. Объект аграрной направленности. Речь идет о переработке животноводческой продукции, молока, из которого возможно изготовить и сыры, и детское питание. Проект разработан в содружестве с одной из лучших в этой области компаний российско-израильских «Амбико». Это достаточно высокого уровня специалисты. Мы предварительно уже проговаривали параметры этого проекта. Какая его стоимость, интересно? Я думаю, что преждевременно говорить об этой стоимости, поскольку мы... чтобы узнать масштаб этого вообще проекта. Я думаю, что мы представим в ближайшее время, когда будут уже понятны его основные параметры этого проекта. Это амбициозный проект на самом деле. Думаю, что таких проектов и на территории Российской Федерации немного. Я вам теперь сейчас скажу, почему я спрашивал, участвует ли это торговое представительство в реализации этой программы. Потому что, насколько я знаю... Насколько мне известно, может, я ошибаюсь, но вы меня поправите. Из этого 1 200 000 000, которые представляют российские банки, и то, что мы могли бы использовать здесь у себя для развития сельского хозяйства, промышленности, всего, освоено всего лишь 180. Это 1 миллион почти... Да, 20 миллионов так и остается. Я хочу сказать, что... Почему не задействованы? Процесс выделения этих средств, процесс отбора этих проектов, он крайне скрупулезен, очень требует большой точности и не может быть по определению краткосрочным. Но хочу вам вот о чем сказать. Не далее, чем сегодня, уже даже есть опубликована информация о том, что отобрано около 40 инвестпроектов. Эта информация просто совершенно свежая, которые будут представлены в инвестиционное агентство для того, чтобы началось кредитование этих проектов. Не думаю, что, наверное, все они будут, так сказать, одобрены, но очень надеюсь, что наибольшее количество их получит одобрение со стороны инвестиционного агентства. Считаю, что эффект от этого сложно будет переоценить. Это очень важно для нашей экономики, для нашего хозяйства. Знаете, в планах Международного культурно-делового центра на ближайшее время какие-то проекты, наверное, стоят сейчас тоже. Мы знаем, что ваши мероприятия посещали то, что проводилось, то, что мы обещали зрителям поговорить о том, что было сделано Международным культурным деловым центром. Вы тоже так вкратце немного рассказали. Сейчас могли бы вы рассказать подробно, а что было сделано, собственно говоря, непосредственно культурно-деловым центром в Москве за последнее время? Какие были достигнуты все-таки эффективные эффекты? Какие мероприятия? Мы периодически информируем и руководство страны, и
наших граждан о том, какие мероприятия проводятся, и также о том, что планируется сделать. Ну, я уже говорил о том, что у нас только за 2 года порядка 24 мероприятий. Хочу сказать, что уже около 60 тысяч человек посетили вообще наши мероприятия. Считаю, что это крайне важно. Мы обязаны позиционировать Абхазию как дружелюбную, гостеприимную страну, которая развивается, которая пытается открыться миру, и думаю, что мы будем наращивать усилия в этом направлении. Ну, самые большие наши мероприятия, они известны. Это самые крупные форумы, такие как вот та же самая «Золотая осень». Сегодня, кстати, было принято решение правительством о том, чтобы мы 4-й раз там участвовали на этой крупнейшей прошлые участия у вас тоже были отмечены? Да, мы по праву являемся, не побоюсь этого слова, лидерами вот в этой выставочной деятельности. Абхазия 3 завоевывала гран-при и там десятки медалей. Поэтому к нам и отношение уже такое достаточно внимательное со стороны организаторов, со стороны функционеров от отрасли из Российской Федерации в том числе. Я могу сказать коротко. Абхазия может производить высококачественную продукцию и может ее достойно представлять. Ну, вообще вот те награды, которые вы получили и получала вот эта выставка «Золотая осень». «Золотая осень». Вот те награды, они как-то повлияли на наших предпринимателей для того, чтобы они активизировали свою деятельность вот на российском рынке? Я считаю, да, это очень полезное мероприятие. Мы помогли многим небольшим, особенно предприятиям, найти своих партнеров, освоиться на российском рынке. А российский рынок – это крайне привлекательный для наших производителей рынок, причем имея еще такой мощный инструмент, как соглашение в режиме торговли товарами, который, по идее, должен стимулировать рост наших производств, особенно таких вот в аграрной сфере. Я думаю, что это мероприятие крайне полезно для нас. Как-то нам нужно будет побольше об этом рассказать и показать, например, это тех производителях, которые участвуют в вашей выставке. Мы так показывали репортажи, и вы нам присылали материалы, мы показывали репортажи. Но, наверное, более конкретно об этом нужно будет поговорить. В этом году будет их рекордное количество. Успешных наших предпринимателей. Безусловно, я считаю, что честь им и хвала за то, что они участвуют. Они не только свои корпоративные вопросы решают, они еще, не побоюсь этого слова, положительный имидж страны формируют, они за престиж страны там выступают, и я считаю, это очень Скажите, пожалуйста, вот деятельность этого Международного культурно-делового центра, она ограничена только вот пределами дружественной нам России, или вы как-то работаете и еще с другими государствами? Нет, деятельность МКДЦ не ограничивается территорией дружественной Российской Федерации. Есть примеры? Есть примеры. Мы, кстати, рассказывали, по-моему, об этом. Были репортажи на Абхазском государственном телевидении. Да, были. Да. Это когда у вас была поездка в Венесуэлу. Да, совершенно верно. У нас были достаточно такие масштабные мероприятия, допустим, вот в Боливарианской республике Венесуэла. И я считаю, что задача была выполнена, задача была поставлена руководством, и Абхазия достойно представила себя среди прочих там 25 или 26 стран. Причем это надо понимать, что это происходило на другом континенте, это не в привычной русскоговорящей, русскоязычной среде, а в стране, которая серьезно отличается от привычных нам условий. Но я считаю, что очень хорошая пресса была. За этим последовали определенные шаги со стороны руководства Боливарианской республики Венесуэла, руководства города Каракаса, столицы. Я думаю, что здесь как раз тот случай, когда мы продемонстрировали пример мягкой силы. И я думаю, что вот этот эффект присутствия, который мы там создали, его необходимо, по крайней мере, сохранять, а желательно усиливать. Есть контакты и с Республикой Беларусь. Мы хотели бы видеть Беларусь среди дружественных нам рынков, которые могли бы быть потребителями нашей продукции. Но об этом пока рано говорить. Идет работа, есть поездки, есть контакты на довольно высоком уровне, поэтому думаю, что результаты придут. Есть какие-то в Германии у нас контакты, которые мы пытаемся поддерживать с тем, чтобы
представлять нашу продукцию и наших производителей и на крупнейших европейских выставках, таких как Grüne Woche, это «Зеленая неделя». Вот, например, там приезжала с небольшой экспозицией торгово-промышленная палата Республики Абхазия, за что им честь и хвала. И мы намереваемся тоже серьезно поучаствовать. Вопрос времени и вопрос глубины проработки этого проекта. Вы знаете, вот мы с вами говорили о тех проектах, которые вы собираетесь осуществлять, о том, что было осуществлено вот здесь у нас в Москве, что вами осуществлялось, и то, что вы собираетесь здесь, вот эти вот амбициозные проекты осуществлять. С одной стороны, очень интересно, насколько эти проекты, насколько быстро эти проекты могут быть осуществлены, потому что мы заждались, когда все то, что в чем остро нуждается страна, наконец-то будет сделано. А то у нас, знаете, такая страна все время намерений каких-то. У нас очень много намерений, но они как-то не сбываются. Намерения и стремления к лучшей жизни у нас есть, но на одном стремлении, безусловно, как-то вперед не продвинешься. Вот. В связи с этим, о чем я хочу спросить. Я, знаете, хотел сказать о чем. Вот у нас все время говорят, что нет производства, не растут производства, нет каких-то предприятий таких, которые могли бы стать бюджетообразующими. Но зато у нас огромный рост вообще политических партий. Знаете, вместо того, чтобы делом заниматься, вот у нас как-то больше все идет вот в такую политическую сферу, уходит. Вот как вы считаете вообще, сама ситуация вот такая, когда рост партий есть, а производств нету, вот как вы охарактеризуете такую ситуацию у нас? В чем вообще секрет такого стремления именно к тому, чтобы создавать партии? Или это связано просто с какими-то предвыборными делами в тот же самый парламент? Если кратко охарактеризовать, о чем вы просили, конечно, характеризую это как не радужную такую обстановку. Конечно, хотелось бы, чтобы было побольше производства, а партий было какое-то разумное количество. То, о чем вы говорите, о таком всплеске, очевидно, в области партийного строительства, в появлении различных партий, я, честно говоря, сам сбился уже со счета. Думаю, что это, с одной стороны, конечно, проявление определенной пассионарности большой части общества. И думаю, что это желание движений общественно-политических соединений заявить о себе, напомнить о себе. Много молодежи, я вижу, участвует в этих объединениях. Само по себе это ничего плохого не демонстрирует. Но другое дело, что появляется, конечно, большое количество политических объединений, программа которых ничем не отличается от, условно скажем, программы соседней партии, такой же небольшой и малоизвестной. И вообще у нас ярко выраженный такой портретный принцип в политической практике, но сейчас появляются партии, которые сложно определить там, по известным лицам. Я вообще считаю, что в Абхазии небольшое количество действительно партий, которые обладают своей коллективной харизмой, которые имеют свою какую-то ярко выраженную программу. Поэтому считаю, что вот этот огромный рост общественно-политических движений, общественников всевозможных, он, наверное, является таким этапом болезни роста. То есть вы считаете, что количество перейдет в качество каким-то образом? Хотелось бы верить. Вообще сейчас вот в этот месяц, в эти дни и в умах, и в сердцах вот наш великий мудрец и не менее великий писатель Фазиль Искандер, и вот ему принадлежит такое определение, краткое и очень афористичное, как всегда. Он сказал примерно так: несчастную страну легко узнаешь по обилию общественных деятелей.
Да, да. Да, хотелось бы, чтобы мы не, так сказать, попали Не в этот увлекались. рейтинг. Да, не попали в этот рейтинг. Делом бы больше занимались. Да, вот вообще-то, вот в общем, как вы охарактеризуете ситуацию в стране вот, в экономике, политике? Вот в общем, как бы вы охарактеризовали? Ну, имея в виду, конечно же, такой короткий по возможности, такой анализ дать и положительных, и отрицательных сторон. Что бы вы хотели? Что касается положительного, например, в экономике, я вижу, что благоприятно складывающаяся внешняя конъюнктура, она способна дать эффект при условии, если мы будем принимать оперативно правильные, выверенные, экспертно обоснованные решения. В этом действительно плюс. Посмотрите, вот туристический сезон достаточно успешный. Я думаю, что это будет серьезным подспорьем и для наших людей, и для бюджета нашей страны. Несомненно, мы будем продолжать, и граждане, и руководство страны, очевидно, будет прилагать усилия к тому, чтобы восстановить и модернизировать экономику. Это неизбежная данность, мы просто обязаны работать над этими вопросами. Что касается отрицательного, конечно, я считаю, что прежде всего это отсутствие гражданского согласия, отсутствие консенсуса по многим вопросам, политическое противостояние. Надо говорить правду, оно имеет место быть. И я считаю, что это самый главный вопрос, который нам всем вместе необходимо решить, поскольку вот это противостояние, иногда немотивированная озлобленность, неприятие противоположной точки зрения, оно существенно способна подорвать и созидательную энергию народа, и волю чиновничества. Я считаю, что наконец мы находимся перед необходимостью начать решать вопросы по снятию самых острых противоречий. Я думаю, необходимо всем нам осознать опасность этого раскола и вместе всем работать над его преодолением. Осознать опасность раскола – это вот очень важно, конечно. Но вот мне, например, очень трудно представить себе, в чем этот раскол сейчас заключается. Понимаете, в принципе, все идеи, которые говорят, что одна сторона, что другая, они все одинаковые, все этого придерживаются. Я вообще понял так, что существуют просто разные мнения какие-то. Вот. Но это же не опасно и не страшно для государства. Наоборот, чем больше мнений, тем лучше. Да. Возможно. Я говорю немножко о другом. Я чувствую достаточно, как и, наверное, в чем раскол? Вот как вы чувствуете? В чем он заключается? Я думаю, что мы вот в сегодняшнем формате не сможем проанализировать этот серьезный и достаточно острый вопрос в полной мере. Я думаю, что сконцентрируясь на том, Фазиль не сможем. Фазиль, да, подобно Фазилю, я думаю, надо что было бы вспомнить мало людей на этой поводу. планете способных высказаться подобно ему. Я все-таки сконцентрировался бы вот над чем. Я думаю, что нам стоит всем серьезно подумать о том, что небольшая Абхазия подвержена массе вызовов и угроз. И нам всем стоит проявить ответственность и понять одну вещь, что, живя в стеклянном доме, не стоит бросаться друг друга камнями. Наоборот, стоит объединиться и постараться совместно выстроить эффективный национальный государственный проект. Это главная идея. Вот национальный государственный проект, об этом очень часто, и все говорят, особенно в предвыборной деятельности, что вот именно нужна национальная идея, нужен национальный проект. Но как-то вот все время эта мысль, она как-то затухает после того, как проходят какие-то выборы или какие-то пиковые политические у нас тут ситуации. На то и существует гражданское общество, на то и существует четвертая власть пресса, чтобы поднимать эти вопросы в цивилизованной, корректной форме, уважительной к мнению оппонента. И желательно обсуждать все вопросы, которые возникают, в том числе и в нашей политической практике,
обсуждать их в экспертном сообществе, обсуждать на площадках, вот подобной, допустим, телевизионным площадкам. Либо это может быть какое-то экспертное сообщество, которое базируется на основе научных учреждений, высших учебных заведений. Вот в таком формате я понимаю диалог. Мы с вами перешли так вообще на политическую тему. Ну, раз уж перешли, тут, конечно, нельзя будет не спросить у вас, и интересно просто мне тоже ваше мнение, как вы относитесь к тому, как проходят у нас реформы, вообще о необходимости реформ, и в том числе и в сферах общественно-политической жизни. Вот, в частности, мне интересно было бы узнать, например, обсуждаете ли вы в своем кругу вопрос о передаче значительной части полномочий президента парламенту? Как вы относитесь к этому вообще? Ну, реформы – вещь нужная, необходимая. Реформы – это неотъемлемый инструмент для модернизации страны. Ну, о различных реформах в различных областях, безусловно, мы говорим в разных составах. Что касается непосредственно вот вопроса, который вы задали, его передачи полномочий от парламента к президенту, мое приватное мнение, которое я могу высказать как гражданин страны, я считаю, что у парламента достаточно функций, в том числе и контрольных, для того, чтобы эффективно осуществлять этот самый контроль над исполнительной властью. Я думаю, независимая судебная система только придаст этому, так сказать, больший эффект. В то же самое время я убежден, что то, что нужно Абхазии, то, что необходимо, это сильная, твердая, если хотите, даже жесткая президентская власть, но при этом компетентная, просвещенная. Это, я думаю, один из важнейших государственных институтов. И именно в таком виде я представляю себе благо для страны. Вы знаете, вот президентская власть, когда вы сказали, я, насколько вообще помню, вы работали с 3 президентами уже, да, как бы, то есть мне интересно было бы узнать вот ваше мнение, как складывается у вас, не мнение, а ваше отношение, как складывается с нынешним президентом, и как они складывались у вас с его предшественниками? Ну, вообще говоря, об институте президентства, если мы затронули в подобном аспекте этот вопрос, я думаю, что необходимо, конечно, начать с упоминания о нашем национальном лидере, о первом президенте Республики Абхазия Владиславе Григорьевиче Арзенба, роль которого в строительстве современного абхазского государства и особенно его роли в освободительной войне народа Абхазии невозможно переоценить. Что касается действующего президента, отношения, о которых вы задали вопрос, я могу характеризовать как весьма конструктивные, содержательные, с постоянным импульсом отклика. Но об этом вот мы как раз говорили, о том, что достаточно интенсивны эти встречи. Импонирует то, что мы можем любой актуальный вопрос, который посчитаем актуальным, естественно, не злоупотребляя, можем, так сказать, направить президенту страны, и он, как правило, в своем графике находит время для того, чтобы обсудить эти вопросы. Это всегда ответственный, заинтересованный диалог. Вы знаете еще, что мне интересно было бы узнать от вас. Вот у нас частые перемены в правительстве, уже 3-й премьер-министр за 2 года. Я считаю, что... Есть ли у нас вообще, вот, на ваш взгляд, такой профессиональный кадровый резерв? Ну, вы вот заговорили и о том, что меняются часто правительства, и о предыдущих президентах. Ну, в основном тут как-то я все считаю, на одной что, площади. Я считаю, что мы очень вообще бережно должны относиться к нашей истории, в том числе самой недавней, и к тем людям, которые работали, которые определенные усилия вкладывали в развитие Абхазии. Что касается вашего вопроса по поводу 2 предыдущих президентов, я не ответил на него.
Ну, это не потому, что я не хочу ответить. Могу ответить, отвечу коротко. Я действительно работал в правительстве и в бытность Сергея Васильевича Багапш президентом и Александра Золотинсковича Анкваб. Я убежден, что оба этих руководителя трудились на благо Абхазии с полной самоотдачей, и для меня было честью работать с ними. Что касается сегодняшних наших реалий и частой смены правительства, я думаю, что кадровый резерв, о котором вы спросили, он у нас не слишком велик, надо говорить правду. Я хочу сказать, что профессионалов высокой руки, которых можно было бы однозначно причислить таковым, не так много, к сожалению. Обладающих действительно серьезным опытом и того меньше. Поэтому, что касается кадрового резерва, здесь, если кто-то скажет, что здесь огромная скамейка длинная, на которой сидят суперпрофессионалы, я усомнюсь в этих словах. И кроме того, еще хочу сказать об одном, так сказать, бедствии для нас. Это многие из тех немногих профессионалов, они, так сказать, разобраны по политическим квартирам, что я считаю совершенно недопустимо в наших условиях. Я думаю, что необходимо всем объединяться для решения насущных актуальных вопросов. Вообще общественно-политические вопросы, вот, которые у нас иногда становятся ребром, так сказать, они нуждаются в какой-то, знаете, такой профессиональной экспертной площадке. Вне всякого сомнения. Да, необходимо, чтобы все-таки какой-то был, я не знаю, такой, знаете, элитарный, возможно, клуб экспертов, на мнение которых опирались бы и люди, те, кто интересуется вообще развитием страны, и в том числе те люди, которые нуждаются в какой-то в этом смысле информации или хотят участвовать в этих процессах. Крайне необходимо всячески культивировать и поддерживать экспертное сообщество. Для небольшого государства, каковым является Абхазия, правильно выбранный вектор и правильно выбранное решение способно дать эффект уже в краткосрочной перспективе. Отсюда крайне важно обсуждать животрепещущие актуальные вопросы на серьезном экспертном уровне. Уровень дискуссий должен быть соответствующий, так сказать, масштабу проблемы. Зачастую я наблюдаю очень поверхностные дискуссии, которые, так сказать, круто замешаны на какой-то личной пассионарности, на личных амбициях, либо на неприятии оппонента. Это стоит исключить вообще из такого серьезного дела, которым является выработка серьезного решения, вопрос, который актуален для страны. Мы должны от этой практики уйти. Я думаю, что мы в состоянии все-таки найти, может быть, с помощью наших российских коллег, тот состав, хотя бы там 2-3 состава экспертов, которые способны организовать действительно заинтересованный, ответственный диалог по самым важным направлениям для нас. Это направление, в котором мы должны работать. Телевидение готово в этом смысле помочь. Я убежден, что вы могли бы такой площадкой стать. Да, обеспечить доступ к массам, так сказать, посредством нашего вещания. Да, единственная проблема – это формирование вот этого авторитетного круга экспертов. Это нам необходимо, и я думаю, наверное, к этому, да, мы тоже подойдем, и, скорее всего, может быть, и на нашем телевидении появится такой клуб экспертов, авторитетных лиц, которые смогут дать те или иные аналитические оценки происходящим событиям или предстоящим каким-то событиям нашей страны и за рубежом. Ну, кстати, вот способность к анализу и не менее важно к прогнозу, она крайне важна для выработки правильных и своевременных решений. Вы знаете, вообще у нас как-то не сложилась такая ситуация, когда анализируется то, что делалось прошлым правительством, какие были достижения, какие были неудачи, возможно, провалы. И на следующем этапе, следующее правительство, оно как-то
вот не дает этому, знаете, такую откровенную оценку, в которой, в принципе, я вот, занимаясь журналистикой, думаю, что нуждается наше общество для того, чтобы чувствовать и знать перспективы развития государства. Я думаю, что необходимо без напряжения, без взаимных колкостей и обид просто предметно обсуждать сложившуюся ситуацию, либо прогнозировать ситуацию предстоящую. В этом залог к успеху, и в том числе и в тех острых вопросах, о которых мы с вами сегодня беседовали. Да. Ну что ж, Олег, огромное спасибо вам за то, что вы согласились. Я знаю, вы сегодня улетаете уже в Москву. У вас такой график трудовой, очень насыщенный перелетами. Вот, и все-таки вы согласились, и нам было приятно узнать, я думаю, телезрителям тоже, о том, что существует наше представительство Абхазии в Российской Федерации, которое вы возглавляете, и оно не просто существует, а намерено еще осуществить амбициозные проекты. Спасибо. На пользу нашему государству. Я нашим телезрителям напомню, что сегодня у нас в гостях был торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, который также является еще и председателем попечительского совета Международного культурно-делового центра в Москве, в котором работают тоже наши граждане весьма успешно. Насколько я знаю, это Олег Лакоба и Петр Береза. Я правильно поставил ударение? Да, правильно. Да, огромное спасибо вам, нашим зрителям. Спасибо за то внимание, которое вы оказали нашей программе. Всего доброго, будьте здоровы.